приветствовать на площадке информационного центра президента Республики Абхазия на брифинге с участием министра иностранных дел Республики Абхазия Сергея Мироновича Шамбо. Относительно обнародованных в информационном пространстве неподтвержденных материалов с совещания замглавы администрации президента России Дмитрия Козака и президента Абхазии Аслана Георгиевича Бжаня. Уважаемые коллеги, предлагаю сразу приступить к вопросам. Ну, если можно, Надежда Борякова, АБЗ-ТВ. Самый главный вопрос, который всех интересует, это настоящий документ или нет? Давайте с этого начнем, насколько вообще есть что обсуждать. Значит, на мой адрес, на адрес секретаря Совета Безопасности Лолуа и на адрес президента Абхазии Аслана Бжаня пришла бумага за подписью оппозиционных политических и общественных деятелей нашей страны, в котором ставился вопрос именно такой, как вы ставите, подлинный ли этот документ или нет. В связи с этим у нас вчера была встреча в Министерстве иностранных дел, на которой присутствовали, кроме меня, Рауль Лолуа, и со стороны оппозиции были Кан Кварчия, Адгур Ардзенба, Ливан Мика и Омар Смыр. У нас был обстоятельный разговор, исчерпывающий с моей точки зрения. Мы 1,5 часа почти там общались, и я считал, что тема исчерпана. Но поскольку в обществе тоже есть интерес, я согласился дать такой брифинг. И заодно хочу поприветствовать создание такого информационного центра, который дает возможность такой коммуникации с общественностью, чего нам, наверное, не хватает в последнее время. Вот. И готов ответить на все вопросы, которые перед нами стоят. Значит, что касается подлинности этого документа. Ну, вы знаете, по нашим каналам мы пытались, конечно, выяснить эту ситуацию, но нам, естественно, ответили так, как я ответил вот этим представителям оппозиции. Официально мы ничего не получали, а документ, который не пришел официально, мы не можем его определить как подлинный документ. Хотя вопросы, которые там стоят, они неоднозначно озвучивались на различных встречах, начиная со встречи президента Абхазии в администрации президента России, вице-президента, главы администрации президента, спикера парламента Абхазии, депутатов парламента. Эти все вопросы, которые стояли. Речь шла о том, что невыполнение нами обязательств, которые взяты, может повлечь за собой определенные санкции. Они уже и начали осуществляться с 1 сентября, остановлены, как вы знаете, наверное, знаете уже социальные некоторые финансирования, которые касаются врачей, учителей, силовых структур и прочее. Ну, это, очевидно, первые какие шаги. Кроме того, значит, стоит вопрос о том, что отныне переток электроэнергии, с которым мы сталкиваемся каждый раз зимой, нужно будет оплачивать по коммерческим ценам. Вот встреча эта состоялась 19 августа в администрации президента, о которой речь идет в этом протоколе. Сам протокол составлен 26 августа. Наш президент уже не присутствовал при написании этого документа, поэтому подтвердить он также это не может. Единственное, что сделал президент, он сказал, что вопрос о том, что он давал какие-то обязательства, что такого не было. Это вывешено на сайте президента, можете с этим ознакомиться. Но так обстоят дела. Так, можно дальше, да, вопрос задавать? Давай. Ну, соответственно, если президент не давал такие обязательства, то что это за пункт тогда 3, вот по поводу передачи списков и так далее, лишения гражданства? Это ну, вот меня, знаете, что удивляет? Ну, в сегодняшнем мире это очень применимая, вполне применимая санкция. Вы знаете, ее используют сплошь и рядом. И зачем далеко ходить, когда вот депутатов парламента Южной Осетии лишили российского гражданства? Это прерогатива российской стороны, как она считает. Это вопрос, на который мы не можем никак повлиять. Если они считают
каких-то людей, значит, настроенными враждебно к России, значит, они к ним будут применять санкции. Я пока не знаю, будут ли применять санкции, не будут ли применять санкции. Меня удивляет другое, что общество и самих представителей вот этих оппозиционных сил волнует вопрос о лишении гражданства, возможного еще неизвестно, а не волнует вопрос того, что уже последовали санкции. Вот о чем мы должны говорить и беспокоиться. К чему приведет нас такая ситуация, как из нее выходить, и какая ситуация сложится в Абхазии, если такая конфронтация будет продолжаться. Я думаю, что наше общество должно быть обеспокоено именно этими вопросами в первую очередь. Чего мы не видим, кстати говоря. Где в каком документе прописано? Можно вообще ознакомиться, Значит, какие у нас еще могут настать санкции и за что, в какой срок? Хорошо. Значит, в 2014 году был подписан договор о дружбе, союзничестве и стратегическом партнерстве с Российской Федерацией. Правильно? Там было записано о том, что будет подготовлен план гармонизации законодательства. Там же записано, что в течение 6 месяцев будет разработан план мероприятий, которые должны, эти мероприятия, завершиться в течение 3 лет. Все это продолжается с 2014 года. И в одном из документов прямо прописано, что невыполнение соглашений может повлечь за собой отказ Российской Федерации от финансирования дальнейшего. Вот. Значит, разработано за это время 45 вопросов, которые с точки зрения российской и абхазской стороны должны привести к развитию Абхазии, к сближению законодательства российского и абхазского. Вот, 26 пунктов выполнены. Вот остались вот невыполненные пункты, но в первую очередь российскую сторону беспокоили те вопросы, вот, которые стояли сейчас первоочередными, которые в парламенте там отклонили вопросы, связанные с апарт-отелями, и там другие есть вопросы о признании судебных решений взаимных, там, по энергетике, по неправительственным организациям. Ну вот одни считают, что мы не выполняем обязательства, которые записаны были вот в этих соглашениях, поэтому вот как раз объявили о том, что с 1 сентября вот прекращается финансирование по некоторым важным для нас статьям. Если позволите, я бы хотела передать слово уже другим коллегам, чтобы у всех была возможность задать вопросы. Рада, пожалуйста. Сергей Миронович, учитывая накалившуюся немножко обстановку, какие вообще перспективы дальнейшего развития взаимоотношений с Россией, какая динамика нас ожидает? Ну вот надо, сейчас президент находится в России, будут у него встречи, будем как-то думать, как это выходить из этой ситуации. Но мы уже получили документ, в котором говорится о том, что прекращается вот это финансирование и что переток электроэнергии надо. Это первые как бы шаги. Ну, посмотрим, как выходить. Если, во всяком случае, до конца года это будет сохраняться, если, то, я не знаю, многие пострадают, конечно, но нам нужно думать, как в этой ситуации выживать. Потому что найти средства для того, чтобы восполнить эти потери по выплатам дополнительным госслужащим и по оплате электроэнергии, но это половина нашего бюджета. Наверное, может, придется останавливать другие статьи какие-то. Ну, будем искать выходы, конечно. Но если так ситуация будет и дальше развиваться, конечно, у нас много проблем будет для вообще нашей государственности. Я думаю, что вот этот вопрос должен больше всего беспокоить общество. И тогда дополнительный вопрос относительно нашего соседа Грузии. У них скоро пройдут парламентские выборы, правящая партия, видимо, активно налаживает отношения с Россией. Этот фактор может как-то повлиять на наши взаимоотношения со стратегическим партнером? Ну, мы не знаем, как будут развиваться взаимоотношения России и Грузии. Я-то считаю, что в наших интересах, чтобы они нормально развивались.
Потому что я не верю в то, что Россия может там отозвать признание независимости. Ну, как бы у нас здесь не сложилась такая ситуация, когда людям трудно будет выживать вообще самостоятельно. Вот этого нужно в первую очередь бояться. А там, что Россия и Грузия когда-то установят нормальные отношения, я думаю, не должно нас пугать, потому что мирные взаимоотношения с соседями всегда в приоритете, мне кажется, в любого государства. Поэтому если придет туда оппозиция, которая настроена конфронтационно, я не думаю, что это в наших интересах. Спасибо большое. Центр президента Сергей Миронович, у меня такой вопрос. В связи с распространением документа, о котором мы сегодня говорим, якобы, да, протокол совещания, оппозиция призывает к народному сходу. Вот как такая постановка вопроса может повлиять на наши отношения с нашим союзником Российской Федерации, и учитывая, что речь идет о тех вопросах, которые находятся в совместном обсуждении? Ну, я не думаю, что это будет способствовать улучшению отношений. Хотя, если собирать сход, то нужно его собирать не по вопросу, там, что кого-то могут лишить гражданства, что еще неизвестно, будет сделано или нет. А вот по вопросу, как нам дальше жить в такой ситуации, когда вот такие взаимоотношения с Россией начинают портиться. Ну, мы уже видим первые шаги того, что ситуация значительно изменилась по сравнению с той, которая была, и она может еще ухудшаться. Поэтому можно у людей, конечно, было бы спросить, у всего народа, как вы готовы, к чему вы готовы? Готовы ли вы затянуть пояса, жить, как это было тогда, когда мы были в блокаде, или нет? Ну, все это, да, вопросы, которые можно спросить у нашего народа. Скажите, Сергей Ильич, ну если вот речь про первые там два пункта, понятно, что это может вытекать из соглашения, да, с 2014 года, там, где признание решений судов и так далее. Но то, что касается апартаментов, разве такое было? Нет, там было, там речь, там апартаментами не называли, там речь шла о жилье вообще. То есть мы брали на себя обязательства в течение... Решить как-то это вопросы, поэтому нашли такой выход безболезненный, где вот вопрос с жильем временным в виде апарт-отелей, без предоставления гражданства. Ну, это считали и российская сторона, и абхазская, что со временем это даст возможность для развития Абхазии, и им это тоже выгодно, потому что финансирование тоже бременем ложится на российский бюджет. А здесь какие-то были проекты, которые должны были привлечь сюда инвесторов и сделать Абхазию самодостаточной. Поэтому решение этих судов, поэтому по энергетике, вот эти вопросы экономического характера. А то, что касается вот этих апарт-отелей, ну, имелось в виду, что это потянет строительный бум за собой, что само по себе является локомотивом, это потянет за собой сельское хозяйство и не имеет никаких угроз для Абхазии, поскольку это люди, не получающие гражданство, там в законе это четко прописано. На сегодняшний день у нас эта деятельность никак не запрещена фактически. Это происходит. И апарт-отели по-другому называют, но все равно продают. Это все есть. А закон был настроен на то, чтобы упорядочить все это дело. Но это теперь смысла нет обсуждать. Этот парламент отклонил это дело. Но еще и другие стоят вопросы, которые, ну, трудно мне сказать, как будет решать парламент. Мне кажется, что тоже непросто это все будет. Ну и я не вижу пока каких-то позитивных моментов, которые могли бы улучшить ситуацию. Поэтому не хочется сейчас в заблуждение вводить общество. Еще раз говорю, что нам надо всем, наверное, всему обществу думать, на что мы готовы в будущем. Уважаемые коллеги, будут ли еще вопросы? Аманда, может, вы обсуждаете? Кто еще? Ну, вы уже сказали о том, что финансирование с 1 сентября перестали там, по определенным категориям. Как мы знаем, оппозиция она делала акцент только на третьем пункте, то есть лишение гражданства. И вот как нам дальше быть в этой ситуации? Может быть, уже говорилось о том, как выходить из этой ситуации, будут ли какие-то встречи, не знаю, потому что если наши граждане останутся без
заработной платы, это будет... Ситуация ухудшается, поэтому как-то... Но я об этом уже и сказал, что надо думать. Конечно, руководство обязано предпринимать какие-то действия, чтобы как-то изменить ситуацию, что мы и будем делать, что и делает президент, который сейчас находится в Москве. Это первостепенная сейчас задача наша, потому что усугубление отношений с нашим единственным стратегическим союзником, конечно, не в наших интересах. Мы надеемся на и военную защиту, не только экономическую со стороны России. Мир сегодня меняется, и угрозы в нашем макрорегионе происходят, мы знаем какие, и Украина, и Россия, которая в такой находится сейчас ситуации, Ближний Восток. Это же то, что в Карабах, Азербайджан произойдет, это же все наш регион. Черное море, на котором появились разведыватели, самолеты американские, происходят столкновения какие-то тоже на море. Это все должно беспокоить нас в первую очередь. В этой ситуации хотелось бы, конечно, чтобы наше общество как-то прошло безболезненно, стараясь там не создавать какие-то проблемы для общества. Но, к сожалению, вот пока первый такой серьезный удар по нашим взаимоотношениям произошел. Мы же знали, что вот такие санкции могут наступить прям 1 сентября. Почему? Может, я что-то пропустила, но вот так прямым текстом нам это не говорили. Если бы этот документ вот сейчас не появился, мы бы как узнали о том, что у нас уже финансирование прекращено с 1 сентября? Нет, мы не по этому документу получили. Этот документ мы официально не получали, я еще раз говорю. Мы получили другую сегодня бумагу, в которой говорится об этом, о том, что прекращено финансирование, о том, что оплата будет по коммерческим ценам за электроэнергию подаваемую. Это не только сегодня вы получили? Нет, не сегодня. Это получили ее вчера. Премьер-министр получил. Вчера, 2 сентября, о том, что 1 уже прекращено. Да. То есть мы заранее не знали, что вот... Нет, заранее, почему не? Я же вам говорю, что неоднократно это говорилось на встречах президента в администрации, потом там присутствовал вице-президент Бадра Гунба, начальник, глава администрации президента Кварчи Абисалом, Ашуба, Лаша присутствовал с рядом депутатов, им это было сказано. Потом приезжали сюда представители администрации президента России, депутатам нашим это говорили, это неоднократно говорили. А то, что касается там лишения гражданства, об этом тоже говорили, кстати говоря. И есть примеры Южной Осетии, поэтому здесь чего удивляться, да, может такое произойти. Но мы, после того, как это в Южной Осетии произошло, стояли вопросы насчет Абхазии, мы просили не делать этого. Я лично просил. Когда в Совете Безопасности был, я знаю, что и другие, президент ставили такой вопрос, что не надо это делать, что у нас нет антироссийских сил и так далее. Но это мы так считаем, а они не по словам судят, а по делам и считают, что есть такие силы. И вот я не знаю, как будут дальше развиваться события. Но не хотелось бы, конечно, чтобы кого-то лишали гражданства, потому что мы окажемся изолированы, люди, граждане наши, понятное дело. После 26 августа через различные информационные ресурсы наше общество пытается убедить в том, что отсутствие официального поздравления с 16-й годовщиной признания независимости Республики Абхазия от президента Российской Федерации является знаком ухудшения взаимоотношений между нашими странами. Как вы это прокомментируете? Я знаю, что по протоколу президента российского принято поздравлять только по датам круглым. Поэтому сейчас была не круглая дата, и не поздравляли. Но есть другой факт, когда 26 августа должна была состояться межправительственная комиссия в Абхазии, куда должны были приехать очень многие представители российских властей, и была она отменена.
Была она именно потому отменена, что не хотели, как я понимаю, в этот день, в день признания независимости Абхазии, озвучивать, что прекращается финансирование. Уважаемые коллеги, будут еще вопросы? Чуть-чуть вот на будущее, да, перспективы. Теперь что нам ждать? Ну, по логике нужно от Минфина услышать, да, какие конкретно цифры, в чем это все выразится и как дальше будут бюджетники в ближайшие месяцы действовать. Также по остальным тоже позициям, которые сейчас изменились. Вот вы говорите, вернется президент, будут какое-то совещание и так далее. Приблизительно когда можно ожидать какую-то информацию от правительства и конкретику по вот этим ограничениям? Ну, я считаю, что надо пригласить сюда министра экономики Кристину Озган, министра юстиции, и чтобы они тоже свое мнение сказали, как юрист, как экономист, к чему нам готовиться. А так то, что вот о чем вы сказали, призыв к тому, чтобы собрать сход, я не знаю, конечно, собирать сейчас сход на Лыхнашта, это, наверное, маловероятно, но какой-то с обществом серьезно такие встречи, наверное, президент или руководство страны должны все-таки провести, потому что когда мы будем знать после возвращения президента, к чему нам готовиться, нужно и общество тоже готовить к этому. Если не осталось вопросов, то я думаю, что мы близимся к завершению. Сергей Миронович, если вы хотели бы что-то добавить. Ну, я хочу сказать, что в нашей истории много было сложных вопросов, которые нам удавалось преодолевать. Мы будем стараться, конечно, и здесь изменить ситуацию, но очевидно совершенно, что за последнее время накопилось много недовольства у наших союзников, и взаимоотношения значительно изменились. Это не то, что было в начале. Я помню, когда я был министром иностранных дел, и когда было признание Абхазии, какое в российском обществе было отношение. Этого сегодня нету. Это все мы постарались, чтобы такое произошло. Давайте все вместе постараемся как-то исправлять в средствах массовой информации, в соцсетях, везде как-то исправлять это отношение, потому что я так слышу от многих деятелей российских о том, что в абхазских соцсетях так много негатива выливается на взаимоотношения России и Абхазии, там обрушивается на посла, там всякие такие вещи. Конечно, это не может не влиять на наши взаимоотношения. Поэтому давайте вместе стараться делать так, чтобы взаимоотношения с нашим стратегическим союзником улучшались, а не ухудшались. Это в наших общих интересах, потому что мы живем в изменяющемся мире, сложном, много угроз сегодня не только перед Абхазией, перед всем человечеством сегодня стоит переустройство мировой системы, но всегда связано было с глобальными потрясениями, и мы сегодня тоже на грани. Многие, вы знаете, прогнозируют, что возможна и ядерная война тоже. И тем более, еще раз повторяю, в нашем макрорегионе вот этом происходят все эти события. И здесь нам нужно, в отличие от того, как в XIX веке мы не смогли наши предки просчитать и выбрать правильный вектор, и оказались мы в такой плачевной ситуации, которая до сегодняшнего дня влияет на наше идентичность, на наше развитие, на все вопросы, связанные с абхазской государственностью и абхазским этносом. Не допустить подобного и в этой ситуации проявить мудрость. И не надо сегодня давать поводов для наших врагов, чтобы они радовались тому, что у нас взаимоотношения с Россией портятся. И я уже слышу в грузинских всяких этих соцсетях, как комментируют эти все события, подталкивает к тому, что молодцы, там абхазцы, давайте, газуйте, типа. Ну, мы такое видели на Украине тоже, когда подталкивали, к чему это привело. Так что, обращаясь к вам, как к людям, которые формируют общественное мнение, ко всей нашей общественности, в том, чтобы не допустить ухудшения взаимоотношений с нашим союзником стратегическим, а наоборот сделать все для того, чтобы сделать еще их прочнее и лучше.
Спасибо большое, Сергей Миронович. Спасибо, уважаемые коллеги. Я думаю, это все.